Дорогие друзья, мы находимся с вами в тепличном хозяйстве нашей героини у Маргариты Васильевны Карповой. И она нам сегодня расскажет, когда же она высаживает свои растения, свою рассаду в теплицу. Что для этого необходимо? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Приступим. Приступим. Так, вот мы эту теплицу, поликарбонат. Многие на них и жалуются, и все. Но, конечно, в ней очень жарко. И в то же время в ней в ночное время плохо держится тепло. Из-за этого муж подготовил вот такие вот каркасы внутри. То есть мы еще Это внутри... у нас постоянно мы не снимаем. Пленка еще. И мы делаем внутреннюю теплицу. Он говорит, палатку ставим. И вот эту палатку, я заднюю сторону вот полотном, ултрасилом просто укрыла. А здесь мы пленку положили, потому что она, через нее солнце быстрее доходит сюда и лучше прогревается теплица. Вот. И вот тут недавно мы это все натягивали, а земля уже, как ни странно, она уже талая. Вот мы ее тут... Вот. То есть можно практически даже высаживать какие-то уже культуры, можно было, да? но плохо, высаживать еще рано. Салат, например, или там рукколу. Ну вот я уже готовлю уже грядки, мы редиску будет скоро сеять. Но земля суховата, мы еще несколько раз... То есть редиску до того, как мы посадим наши огурцы. Это огуречные же, да? Это у меня в прошлом году здесь были огурцы. Севооборота я придерживаюсь очень строго, тоже опять по той же самой причине, профилактика заболеваний. То есть у вас... Здесь будет перец. Перец. То есть были огурчики, а теперь перец. Были тыквенные, теперь будут посленовые. Болезни То есть разные. постоянно севооборот. Постоянно. Чтобы, как обычно у людей, у начинающих, вот в чем ошибка, да? То есть они построили теплицу и постоянно там сажают огурцы, например, да? А потом удивляются, а почему у меня урожай не тот, да? А оказывается, нужно придерживаться именно вот этого принципа. То есть я тоже в этом году попробую, там, где у меня была огуречная, посадить что? Помидоры. Помидоры посадить. Да. А там, где помидоры, посадить огурцы. Да, вот это лучший вариант. Теперь у нас же получается так, что как бы огурцы одни вещества выносят очень много азотистых элементов. А, например, перец, ему лучше меньше азота. И вот почва в прошлом году здесь азот был, удобрения вносили, сюда перегной вносили, огурцы, все, что им надо, они эти азотистые забрали. И мы теперь сюда посадим перец, он не будет расти, как бы набирать эту листовую массу, и он будет настроен на плодоношение. Первоначально как бы высаживаешь, немножко подкармливаешь, чтобы оно росли. А дальше уже нам азот вообще не нужен, а огурцам все лето азот нужен. Иначе плодов вообще не будет. А вот в одной теплице можно ли посадить, допустим, огурцы и помидоры? Нельзя. Ну, нежелательно, потому что для огурцов нужен очень сырой воздух. Вот иногда же, знаю, что бывает у людей, что огурцы начали желтеть, и все, сухой воздух. При сухости воздуха в теплице усиленно поселяется клещ. А помидоры как раз любят, когда суховато. Сухой воздух. Им лучше всего сухой воздух, потому что у них тогда более активно идет опыление. А если будет влажный воздух, они не опыляются, цветы от этого просто сыпятся, и урожая не будет. И еще одно, что они просто будут набирать зеленую массу. Вот скажите, вот эта теплица, например, да, допустим, вот у меня теплица примерно как ваша, только не карбонатная, а обычная, пленочная. Вот что я могу нынче посадить по севообороту в теплице, где я обычно сажаю огурцы? Что можно? Ну, помидоры, они будут тепличные. Нет, но они будут влаги очень много. Открывать. Открывать, да? У нас тут форточки, большая форточка тут, большая форточка с той стороны. И для перцев тоже нужен очень сухой воздух. Поэтому все совершенно полностью открытое. Даже на ночь не закрываю рано. А если, предположим, вот у меня вот Т-образная теплица, вот здесь у меня высажены перцы. Всегда я сажаю уже 4-й год перцы, а вокруг у меня по бокам, значит, растут помидоры, огурцы. А если, например, поменять, то есть перцы посадить по краю, а внутри посадить... То есть это тоже севооборот. То это тоже получается, потому что землю используют уже другие растения. Это тоже севооборот. Да, это очень. И это то же самое касается и грядок. То есть вот то, что морковь мы сажаем, в следующий раз мы посадим на эти грядки. Ну, я вот высаживаю на эти грядки теперь свекла, корнеплоды, и у них как бы могут быть общие заболевания. А тогда что лучше посадить? Я на эти грядки уже высаживаю грунтовые помидоры. Они совершенно разные культуры, и поэтому для них, но после моркови очень хорошо можно садить лук, если кто-то выращивает луковые.
луки, потому что морковный запах еще остается у земли, отпугивает луковую муху. Но там надо еще как бы немножко... А покажите свою вот эту вот. Здесь вот вы для так, чего вот пленкой прикрыли? Гревала даже ямы, рыла. Вон уже полностью вот земля оттаяла вообще. Была мерзлая вчера. Под пленка аккумулирует еще тепло дополнительно. И земля прогревается. Вот сюда я уже начну скоро выносить. Первый признак, что я могу сюда рассаду выносить, пусть на улице будет минус 16, но если у меня под прикрытием земля вот тут корочкой не замерзает, оттуда идет достаточно тепла, можно уже рассаду сюда выносить. Как я ее выношу? Я вот этого хотела момента коснуться, потому что ну, все палатку эту натянут. Это не такой сложный процесс. После этого, значит, обязательно вот я обрабатываю вот перед тем, как сюда что-то заносить, серной шашкой. Я уже несколько лет не обрабатывала. Тут в прошлом году были перцы и эти огурцы, и, скорее всего, на них немножко клещ был. А расскажите, как пользоваться этой серной тут шашкой? на ней написано, как пользоваться, но она убивает буквально все. То есть это нужно ее разжечь, да? Зажигать ее и оставлять. И сюда заходить можно только через сутки. Потому что тут все протравится, и на несколько лет потом этого хватает. Они... То есть погибает все здесь. Это такой как бы мощный антибиотик такой, да, за раз всех убиваем. Ну, он, да, грубо говоря, вот называется. Так. Ну, если как-то вот, чтобы было понятно. От грибковых им подвалы обрабатывают, от этих грибка строительных этих сооружений. Все убирается. Использовать ее не очень сложно. От плесени все очищает. А вот объясните, у многих, например, земля начинает, знаете, вот покрываться как бы мхом. Это что означает, вот если земля, это допустим, покрывается? Сырость, может быть, закисленность. То есть очень... А как это, нужно как-то бороться с этим, да? Я золой подсыпаю, золы маленько, золы немножко. Можно доломитовой муки насыпать. Немножко слой подсушить край, но у огурца не получается, я его просто мульчирую. А вот сверху засыпать чем-то. Вот этот вот мох появляется вот у стенок. Ну, потому что тут влажность хорошо держится. То есть вот это все засыпать нужно золой, да? Золой засыпать, я засыпаю еще. Или мульчировать. Замульчировать я вот сорняками, сеном, травой. Все под растения сыпать. И как бы нет возможности разрастаться вот этим мхам. Но они сами по себе, они не вредные, эти мхи. Ну, это самое важное. Так, значит, еще вот земля у нас уже практически... Да, сюда еще будем снег сыпать. Вот лед у нас, лед еще вот под землей, он не греет, не нагрелся, вот тут корка льда. А тут я вчера наливала горячей воды. Вот будем баню топить, я прогрею еще водой горячей. Обязательно прогреваю этой горячей водой, земля полностью оттаивает. И все, и растения будем ставить сюда на ночевку уже. Но я ставлю, как мы понимаем, что если ставить на землю, от земли все равно будет холодно, и земля сама замерзает. То есть на дощечки какие-то, я ставлю, вот тут ложу какие-то подставочки. Доски, раскладываю. Потом можно вот, если еще рано выносить, то я ставлю сюда коробки. То есть это тоже своего рода вот такая вот, ну, как бы скажем... Коробки, эти коробки вот с этой стороны надрезаешь, чтобы тут свет шел, а с северной стороны уже не дует. Так, вы выносите растения на какой период? Это мы выносим, что мы имеете в виду? То, что мы собираемся посадить. Это вся рассада, помидоры, огурцы, вся рассада. В первую очередь выношу то, что выдерживает холод, и они первые начинают ночевать. И самое полезное для них не то, что вот сейчас они много света получают и много тут тепла. Для них это тепло, оно даже немножко лишнее. Самое полезное, что они начнут ночевать в холоде. Для них вот это будет самый полезный период для того, чтобы они как бы набрали силы именно образованием корневой системы. И свой иммунитет они как-то получают. После того, как они в таких условиях перезимуют, переночуют, вот несколько раз помидоры становятся крепкие, коренастые, они в рост не идут, но созревает вся их растительная система на плодоношение, которое пойдет. Они просто вызревают. В какой период примерно вы начинаете выносить свои растения? Ну, какого размера вот эти вот рассады? Да практически сразу. Уже даже некоторых в теплице прямо пикирую, но пока вот холодно, я это не буду делать. Дома пикирую, смотрю, что растение пошло в рост, уже можно выносить его. Примерно когда начнете выносить свои растения? Ну вот в числах каких?
Я уже их сейчас выношу. Мы сейчас будем их на день выносить, чтобы они привыкали к воздуху. Вот сейчас несколько кустов. Вот я специально здесь Давайте вынесем сейчас. Сейчас вынесем. Сейчас, потому что уже почему мы сначала дома, нам надо здесь работать, когда на улице тепло. Вот мы сейчас подготавливаем наши вот эти вот полотна, сейчас они днем, они не важно, вот эти вот пленки. То есть все в хозяйстве сгодится. Да, вот эта вот пленка, это из мебели откуда-то, да? Это от цветов, вот цветы продают, я все собираю. То есть коробочка все к себе, тебе в хозяйство. Вот эти вот полотна я стелю, это уже с расчетом на то, что в нашем случае очень даже полезно. Так. Вот это полотно, оно больше всего подходит, когда уже растения останутся ночевать. Там, чем больше слоев, тем больше температура держится, более теплая. Тут сейчас они где попало, везде наставлены. Даже в темноте стоят. Ой, вы прямо их... Ого-го, ничего себе, вот это да. Мы ждем, так, что можно унести? Ждем урожай винограда. Ух ты! Ждем урожай яблок уже. Яблоки уже есть у нас. То есть у вас здесь, расскажите по рассадам быстренько здесь, какие рассады у вас здесь есть? Ну, здесь у меня зимует, в принципе. Зимой здесь бывает достаточно холодно, здесь мы не обогреваем ее. И вот чуть погрелось, они все зазеленели. Достаточно было, что в окно уже греется, тепло пошло, и они так быстро распустились. Да, видимо? А теперь вот пошли, берем клубнику. Давайте. Это клубника? Это клубника. Ой, и вот клубнику мы так без жалости, скажем, будем выносить. Да, еще безжалостно. Тут сельдерей сейчас я возьму. Вот эти вот как раз и клубника, и сельдерей первые будут, вот потом так, несем туда. Вот у меня в руках клубника, и мы ее будем закаливать. Температура сегодня минус 2 градуса до 0 градуса. Но это в тени. Это в тени, да, на солнышке это повыше. И мы несем в теплицу нашу рассаду. А закаливать еще я их начинаю вот просто на воздухе оставляю. И выставляю всю из бани. Она несколько минут находится на открытом воздухе, а потом мы ее перетаскиваем постепенно. О, это прямо... Земля-то еще холодная, от земли будет холодно, а мы их на полочке поставим. Вот. Вот для того, чтобы выносить их и ночевать им в холодное время, я их ставлю вот в таких коробках. Беру, собираем картонки, и когда уже холодать начинает, вот ставите, сейчас поставим. Когда начинает холодать, я вот так коробочки все закрываю, снова сюда ставлю, сверху мы их все укутываем, сверху закрываем 5 лутросилом кусками, все плотненько закрываем, и они вот так ночуют. А клубнику? Ну, тоже коробки мне надо. Сейчас она просто на день мы выносим, потому что ночью сильно холодно еще. И то есть они будут ночевать здесь? Ну, не сегодня. Когда... не сегодня, да? Ну, не сегодня. Чуть-чуть, когда температура нулевая достигнет у нас дневная, или как? Вот ночью все-таки у нас 21 градус. Да. Не забываем про это. Про это мы не забываем. У меня самая главная мерка, чтобы в теплице перестала замерзать земля. Вот под пленками. Если под пленкой она уже не замерзает несколько ночей, можно оставлять рассаду ночевать. Ну, то есть вот такой вот способ понять, когда же нам выносить на закалку наши растения, нашу рассаду. И мы вынесли, это у нас... Это сельдерей. Вот недавно рассадила, он вроде как начал расти. Очень полезный, вот здесь немножко завалился. Они падают. Да, вот. Там стаканчики свободно. Да, все очень... То есть вот то, что делаете вы, это просто удивительно. И очень много полезной информации вы нам сегодня даете, начинающим огородникам. И ну, это просто вот бесценный опыт, действительно. Человека, который... Вот с каким стажем у вас вот, вы занимаетесь огородничеством? Начала заниматься я очень, так сказать, с 87-го года. Хотя до этого я занималась, но в 87 году у нас появилась дача на Вилюйском тракте. Но все в те времена, сейчас еще Вилюйский тракт изменился, климат. А в те времена там тайга была. Там холодно было. Но сейчас там весна начиналась на 2 недели. Микроклимат изменился, потому что очень много дач. И, соответственно, даже когда ставишь забор, это уже микроклимат на твоем участке меняется. То есть он уже не такой, как в лесу. Да, вообще, в тайге. Вообще климат изменился. И уже начиналось с начала августа, там были заморозки. Сейчас же этого уже нету. Да, уже нет. Нету. Раньше в июне заморозки были.
Причем устойчиво в городе могли не быть, а там уже до 10 это на градусов. 16 километров. Вот у меня тоже на 16 километре дача. Мы туда прямо в конец, конечная остановка. И там же есть поляна, луг в сторону Магана. Вот возле него на краю. Ну, мы и там как раз, практически. а там низинка, и вот там очень морозобойное место в те времена было. И там, тем не менее, вот эту методику я оттуда и взяла, чтобы разогреть землю. Я там уже высаживала где-то на 9-10 мая, уже в теплицу помидоры высаживала. Уже конкретно высаживали, вот это да. Потому что вот сейчас я их высажу. Вот, друзья мои, да, в Якутске у нас 16 километров, вот чтобы понимать, да, ну те, кто нас смотрит не из Якутска, а из других районов, температура достаточно такая очень жесткая. По Якутску это самая считается такая вот, ну, скажем, северная часть нашей, ну, как бы сказать, арктическая, можно сказать, зона нашего Якутска, пригородов Якутска. Там всегда заморозки, всегда прохладно. Поэтому огородники, вот то, что прилагают свои усилия, ну, просто невероятные усилия для того, чтобы наши домочадцы радовались тем культурам, которые мы можем выращивать у нас вот в нашей полосе. Да, в нашем климате. И ваш опыт, ну, просто действительно бесценен. Ну, дело в том, что я уже тогда пришла к выводу, что растение, пока оно еще маленькое, если земля теплая, его всегда хорошо закрыть, чем в августе ждать, когда его все, длинное растение побьет морозом, оно еще не успело даже плоды завязать нормально. Поэтому я и высаживала, рассаду садила рано, высаживала уже где-то в начале до 9-10 мая, там на Вилюйском тракте высаживала лежа, и в ночь выходило все, что дома есть, одеяло, все. Как-то тогда, и в те годы еще и пленки-то у нас не было особо-то. Ну, да. Что-то пленка была, но вот таких вот тканевых-то не было, чтобы натянуть. Все одеяла, все застилали прямо по растениям, они же лежат, им безопасно, их не сломаешь, просто все вот застилали коврами. Ночь переходит, утро начинает, чувствуешь в теплице тепло. Все открываешь. И они делали большой забег. Уже к началу июня все цвели, и в конце июня уже плоды висели. Это на Вилюйском тракте. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас землю подготовили, а мы можем засеять сидираты? Сидираты можно. Сейчас вот сидираты, только снег вот сойдет, можно уже. Уже можно засеять уже сидираты. Можно, да. Для чего они нужны? Давайте в двух словах вот эти сидираты. Ну, сидираты, они как бы, мы же их используем потом для того, чтобы снова закопать в землю. Они как бы удобряют землю, потом они, многие из них, вот, например, горчица, она вообще очищает от палочника. Палочник не любит, вот некоторые вредители просто уходят от запахов этих растений. А вот эта горчица, она, ну, схожесть ее какая? Вот, допустим, вот снег только сошел, земля у нас только-только, вот мы поняли, что она такая рыхленькая, прогрелась. Ну, главное, чтобы влажная была. Можно их пленкой накрыть, чтобы они проросли. А сидираты сколько зреют? А сидираты нам надо дождаться, чтобы они выросли хотя бы на 5 сантиметров. И потом можно перекопать просто, перекопать, да? их перекопать и уже посадить те растения, тут уже зависит от нашего времени. Нужны, нам пора уже высаживать, мы перекопали все. Можем не ждать их. Сенокос большой. Хорошо. Таким способом выносим мы растения и закаляем эти растения. Клубника. Клубника, она, надо сказать, очень, ну, по мнению многих начинающих огородников, любителей, садоводов, очень капризное растение. Но благодаря методу Маргариты Васильевны мы можем, ну, смело воспользоваться таким методом для того, чтобы наша клубника была крепкая и затем нас радовала очень хорошими урожаями. Да? Да. Ну, растения, надо сказать, очень, как бы, они как бы пластичные. Вот, и холод на них вот как раз влияет с очень хорошей стороны. Поднимает у них иммунитет, и растения лучше развиваются после этого, чем они все время стоят изнеженные в доме, тянутся. Та же клубника, она просто вытянется, цветки у нее уже не завязываются, не опыляются, потому что они перегретые полностью стоят. То же самое надо сказать и о овощных культурах. Помидоры я до посинения держу на холоде. Даже если уже жарко в теплице, я начинаю их выносить на улицу и там накрывать. Прежде чем таскать в теплицу, они у меня несколько минут стоят. Раньше ставила внизу, а теперь у меня тут помощница есть, она все это ломает. Поэтому я ставлю их прямо на бочки, чтобы они только не свалились, не скатилось. И вот помидоры, видите, из дома стояли.
Они нежненькие совсем. Друзья мои дорогие, мы сейчас находимся в зимней оранжерее у нашей Маргариты Васильевны. Маргарита Васильевна уже посадила помидоры в декабре, и уже висят плоды. Посадила перец, на перце тоже у нас плоды. Ну и далее расскажите сами, что здесь. Так, ну задумано было это чисто для того, чтобы чем-то заниматься зимой. А потом я тут, понимаешь ли, нахожусь в дружественных отношениях с одним человеком, который очень много мне подает идей, и свои идеи, его идеи мы воплощаем в жизни, проверяем их. Вот, например, тут можно будет сразу нам показать. Мы используем вот такие вот спиральки. Что это вот такое? Эта спиралька, она как бы направляет на растение. В ней самой вырабатывается, значит, вот этот электрический ток слабый. Тут мы вольтаж замеряли, там очень низкий вольтаж идет. Ну, вот она, чтобы она влажная была. Убиться нельзя, вот, в общем-то, если нет, руками. потому что он от земли берет. Влажная земля, главное, чтобы была. И от этой влажной земли он берет ток. Вот это у нас подключение идет отрицательные. Для чего? Отрицательные ионы идут. А вот сейчас мы сравним. Вот это растение подключено на отрицательные. Оно вот на нем везде плоды уже и краснеют. Представляете? Да. Уже он красненький есть. Вон. Это что за сорт у вас? Это балконное чудо. Балконное чудо. Ну, я использовала такие. Вот он весь в плодах. Именно вот на отрицательном подключении этой То есть спираль, да? фитобатарейки. Это называется фитобатарейка. Так, а вот этот вот не подключенный. Вот теперь посмотрим, какое сравнение без батарейки. Вот без кисточки стоят и... В принципе, даже листики есть, но пока вот кисточки вон какие слабенькие, и они просто отсыпаются, и ничего на них. И то есть на самом деле вот эта вот батарейка, она помогает, да? Батарейка помогает, она стимулирует, ускоряет рост. А тут обратное подключение. Там отрицательное было подключение, на этой спиралька стоит подключение положительное. На ней меньше плоды есть, но меньше. И теперь можно сделать вывод, что если подключаем мы вот к отрицательным на растение, то растение стимулируется в плодообразовании и в росте. На этом есть плоды, ну, не так, как тот впечатляет, уже и спеет. Скажите, а вот эта технология, она чья? Вот интересная. Ефремов Альберт. Это наши якутские, да, ученые? В Якутске, да, в Сатале он живет, он занимался. Тут недавно был прямой эфир, он рассказывал про эти фитобатарейки. Я вот еще раз подчеркиваю, что они просто как бы действительно работают. Сколько они стоят? Ну, в магазинах где-то 1500. Одна батарейка. Одна батарейка. Понятно. Но там еще есть такие варианты, что всю батарейку можно подключать на целую теплицу. Вот батарейку ставишь и всю заземлять ее на этот. Потом вот еще хотела показать, а это не вредно, вот насколько? А почему? Да? Мы же босиком мы по земле бегаем, энергию получаем какую? Электрический ток лишний с нас уходит, оттуда мы получаем и оздоравливаемся. Почему нам рекомендуют бегать по земле? То же самое получается с растениями. Они получают как бы лишнее, то, что не надо, им уходит в землю, заземляется. Они же заземленные стоят. Нормальные вот отрицательные электроны поступают и способствуют как бы усвоению питательных веществ. Растения оздоравливаются. У меня он еще с огурцами было тут. Расскажите, пожалуйста, еще вот та вот лампа какая-то фиолетовая такая, это что за... Это прожектор, который на улице. А, вот это вот? Да. Это агролампы, специальные светильники. Подсвечивают эти растения. А они много берут энергии? Ну, достаточно много. Тоже неэкономно получается. Но когда растения выращиваешь, то, наверное, уже на это и не смотришь. Тут у меня эустомы маленькие, последний посев, они очень маленькие. Их там не видно. А вот первый посев январский уже большие. А этот вообще зимовала в этом горшке. Тут он не обрезан. То есть у вас и герань растет, да? И растут культуры, которые вот мы употребляем, да, и помидоры. Да, и еще огурцы. вот хотела остановиться использование фитобатарейки. Нынче я хочу их попробовать подключать на земле к многолетним растениям. Вот яблони, как они перезимуют. Потому что вот на примере вот этих огурцов я увидела, как этот заряд положительно влияет на развитие растений. Они у меня сидели, чахли, вот тут даже остатки этого стебля есть. И пошел зеленый. После того, как я подключила сюда вот эту фитобатарейку. Дорогие друзья, мы сегодня побывали в замечательном месте у
известного садовода, огородника, у Маргариты Васильевны Карповой. Она имеет свой канал в Телеграме, можете подписаться и учиться у нее всем лайфхакам, интересным идеям, которые она внедряет в своем деле, в своем увлечении. И как мы убедились, вот сейчас апрель месяц, у нее уже цветут вовсю и помидоры, и огурцы, и виноград, и клубника закаляется. Поэтому, дорогие друзья, пробуйте, вдохновляйтесь этим интересным опытом и пробуйте.